Икара район дин администрацияда Нариман Абдулмуталибович Рехберликос, Гычи Воюкон Харчевиляй, опора России, общественный дарадин, Дагустан дин отделен дин руководитель, Зульхимар Таибова дех, Вагаи Идарадин, Дишелерин комитетин председатель, Дагустан дин Лайхлу Харчи, Маржанат Ибрагимов дех голос, совещание Гюриш Клефена. Совещание дал район Дакардиквай, коммерческий дарадин руководитель, яни автозаправочные станции рин, оптовый во розничный алишвериштин, эстигундрин материал рин база рин, хрин майшата машхул общество рин, есири, во райадминистрации дин талу хилярин руководители иштиракна. Гилчина она газурного генж виде материал кефикер дизгизва. Вы знаете, это общество «Опора России», она действует при поддержке правительства Российской Федерации. Вот есть такое дагестанское региональное отделение, руководитель здесь Тагибова Зульгумара Ибрагимовна и Маржанат Якубовна, руководитель женского отделения этого комитета, заслуженный предприниматель. Мы приехали чисто пообщаться с нашими предпринимателями, послушать вас, какие проблемы, чем они могут помочь вам, какие проблемы могут довести до властей, какие проблемы вообще у наших предпринимателей, начиная с налогов, заканчивая чисто взаимоотношениями с администрацией, взаимоотношениями с органами правопорядка. Вообще все проблемы, которые нас интересуют. Здесь и предприниматели у нас, и работники администрации, которые занимаются предпринимательством. Поэтому предлагаю такой живой разговор, без официоза, субботний день, выходной день. Поэтому, в общем, какие вопросы нас интересуют, какие проблемы у нас в районе общие, здесь представители отдела экономики. Пожалуйста, вначале давайте мы познакомим вас с Зульгумарой Ибрагимовной. Вкратце она расскажет, как она шла в эту отрасль, в эту деятельность, какие у нее проблемы возникали, как она решала, кем она является, какую поддержку оказывает предпринимателям. Мы знаем о ней, в Дагестане ее знают хорошо. В ближайшее время она должна встретиться с Сергеем Елимовичем Меликовым, изучить всю эту отрасль, послушать людей, послушать предпринимателей различного ранга, с мелких, крупный бизнес, мелкий бизнес. Это все эти идеи, все эти пожелания, все эти недостатки, они будут доведены до руководства республики. Сейчас, вы знаете прекрасно, без предпринимателей, без налогов, без их отчислений, вообще экономику страны, экономику района не сохранить, не развивать. Вы это прекрасно знаете. У нас возникает проблема, многие предприниматели работают в тени, многие предприниматели работают серыми конвертами. Есть проблемы различного характера, есть проблемы, связанные с получением правоустанавливающих документов, есть проблемы с органами МЧС, Роспотребнадзор, налоговая инспекция. В общем, вот эта ситуация, она должна быть доведена до руководства республики. Сейчас, Сергей Елимович, вчера мы участвовали в заседании Совета местных властей. Нас слышат, нас также хотят услышать, наши проблемы хотят услышать. Это все в качестве помощи нам, нашим предпринимателям. Поэтому давайте в таком открытом, таком дружеском тоне, в этой атмосфере проведем сегодняшнее мероприятие. Они торопятся, поэтому предлагаю вкратце, какие проблемы, что к чему. Пожалуйста, Зульгумара Ибрагимовна. Спасибо огромное. Вам большое спасибо, Нариман Шамсудинович, за встречу, за организацию. Хочу вначале поздравить вас и всех коллег с наступающим праздником, пожелать процветания, всем благополучия и, конечно же, здоровья в первую очередь. И вкратце о себе, я думаю, много я не буду говорить, потому что у нас немножко перепутали сроки и ждет ХИВ. Предпринимателей, там тоже достаточно большое количество. Вкратце скажу, что «Опора России», она представлена вообще во многих странах, практически, можно сказать, в самых тех странах, где идет взаимодействие с бизнесом. «Опора России» представлена во всех странах, не говоря уже во всех регионах. И основная задача «Опора России» – это защита интересов и поддержка предпринимателей. Как правильно отметил Нариман Шамсудинович,
МСП, то есть малый, средний и, конечно же, микробизнес, характерный для районов, это основа экономики Республики Дагестан, потому что у нас нет, к сожалению, крупных заводов, фабрик и так далее. И поэтому мы сегодня главой Сергеем Алимовичем, правительством и Батыром Эмилевичем ставится курирующий первый зам председателя правительства, малый и средний бизнес, задачи по поддержке бизнеса. В ТОСИЛе я тоже участвовала, я как год возглавляю региональное отделение. Чтобы вкратце о себе скажу, что, я думаю, о себе не буду рассказывать много. В общем, тоже пришла так же, как и все вы, в бизнес, и оказалась тоже там, где я сегодня оказалась, тоже защищая свои права, не потому что мне это хотелось, потому что я к тому моменту, у меня нет такого, скажем, хвастаться не могу большим опытом предпринимательства, как лет 6 были раньше, потом я ушла и пришла тоже, борясь за права предпринимателей. То есть там запрещали где-то строить, понятно, какие-то определенные были интересы, там где-то контрольно-надзорные органы, то есть у наших друзей, я это постоянно чувствовала, эти проблемы, поэтому мы оказались, и я привела именно, можно сказать, опору России в Республику Дагестан. В октябре приезжал Калинин, президент, это первое доверенное лицо Путина при выборах, человек, который очень часто встречается с властью, и благодаря именно опоре России принимаются законы, это большая высокая экспертность, и как в Республике Дагестан, в других в регионах, и в Москве, в Госдуме, и хочу сказать, один из последних новшеств законов, которые приняты благодаря опоре России, это то, что на сельхоз, который подписал Мишустин, кстати, я год назад была на встрече, входила в число 15 женщин, которые оказалась на встрече с личном приеме у Мишустина. И вот он подписал недавно закон о том, что вот раньше из сельхозназначения, землях сельхозназначения, что там запрещалось, как бы вести бизнес, там, строиться и так далее. Сейчас уже это возможно, это разрешается, и это тоже благодаря вот опоре России. Сейчас вот что опора России делает, я не буду говорить, то есть, в общем, все, что принимается в поддержку предпринимательства, это, конечно, рука опоры России. Плюс защита бизнеса, и можно сказать, сегодня большой бизнес и малый в разных регионах выжил только благодаря, потому что мы понимаем, что такое контрольно-надзорные органы. К сожалению, они не всегда сами тоже, я всегда ставлю вопрос, когда говорят обелении бизнеса, всегда ставлю вопрос обеления также контрольно-надзорных органов. Первые же встречи говорила Сергей Алимович тоже, и при них тоже. Поэтому я не говорю, что все. Есть, конечно, ребята, которые работают профессионально, хорошо, правильно, но находятся и другие, которые именно бизнесы заставляют порой заинтересованы именно, что бизнес... Вот мне очень не нравится, когда постоянно во всех грехах упрекают бизнес, да. Есть люди, которые заставляют бизнес, заинтересованы эти же органы, чтобы бизнес находился в тени. Поэтому разные вопросы сегодня ставятся. Я здесь для того, чтобы передо мной по поручению правительства и главы поставлена задача, чтобы пообщались с бизнесом, именно чтобы бизнес пообщался с бизнесом, потому что порой же не всегда мы откровенничаем, да, как-то есть, к сожалению, есть еще недоверие к властям. Очень важно, чтобы задача такая, чтобы ваши проблемы, ваши вопросы, что вас волнует, какие боли, какой у вас запрос, донести сегодня до главы. И 29-го будет встреча Сергея Алимовича Меликова с представителями бизнеса. К сожалению, провести эту встречу в таком широком формате, масштабном, нереально из-за тех условий, которые нам сегодня диктует пандемия. Здесь будет какой-то формат и видео вопросов решили в этом году, чтобы эта встреча была, он тоже поставил задачу, чтобы эта встреча была не ради встреч, да, как обычно проходили встречи, и раньше бывали, да, и мы же, опять-таки, и опора России этот вопрос, и Батаревич поставили этот вопрос так, давайте посмотрим на регионы, то есть районы посмотрим, вот, потому что тоже бизнес, тоже хотят общаться, получается, там одних слышат, одних решают проблемы, а здесь, ибо я более чем уверена, что без развития районов, в общем, о развитии республики говорить смысла нет, потому что у нас большее количество сельского населения, насколько я понимаю, в горных районах. Поэтому, если мы уже говорим о развитии, я считаю правильно говорить, конечно, начинать о развитии в районах, потом уже
переходить, говорить о развитии Республики Дагестан, экономики Республики Дагестан. Поэтому я думаю, в Касумкенте вот больше, наверное, у вас микро, малый, средний бизнес. Я что хочу сказать. В наше время, вот сейчас в наше время, очень легко предпринимателю. Знаете, столько поддержки. Что такое опора России, мы об этом не знали. Когда есть такая сила, такая мощь, такое доверие. Я вот как вошла в эту опору России, вот уже более 4 лет, действительно нас видят, нас слышат, нам подсказывают. Я тот и лизинг взяла, да, к лизинге. Неоднократно, даже Субсидии 2 тоже. субсидии, ну будут субсидии, естественно. 2 раза лизинга взяла. У меня еще медицинский центр и база отдыха на море. Я что хотела сказать, вообще, в то время, в наше время, когда я начала этот бизнес, было очень тяжело. Я куда только не ходила, что только не делала. Конечно, мы в двери, нас выгоняли, мы в окно, нас выгоняли, нас никто не слышал, нас никто не хотел знать. Вообще была, ну, такая постановка раньше, как спекулянты, да? Было же такое. Вот эта амбиция, она и шла и дальше. А фактически предприниматели, мы же столько приносим дохода для нашей республики. Налоги, правильно же, да? Налоги. Наши, вот, допустим, социальное. Я очень много социальное развитие, вот, помогаю. Да, она поддерживает хор. Поддерживает не только хор, ветеранам войны, и хор, и детский там ансамбль. Я и в Махачкале поддерживаюсь. Вы понимаете, поддержка, вы должны ждать от государства. Мы должны тоже помогать Друг другу, государству, да. друг другу. И государство. Тогда будет и поддержка, и тогда будет все. Какими проблемами Да, конкретно? Да, вы чтобы записать, мне столкнулись? дальше уехать. Да, можно вот будет, да. вы знаете, что ваши Что проблемы проблемы, вы да. лучше скажите, вот у кого какие Что, да, проблемы. Ну, здесь Это бизнес МВД, разный. Здесь бизнес, да. бизнес АПК, потом Торговля. торговля, ГСМ, производство. Не запишите, пожалуйста, по порядку. Вот имя, фамилия, телефон и вид Всех. бизнеса. Да. Завод-то построить для наших бизнесменов Да. это не проблема. Проблема регионального, федерального уровня. Завод ты построишь, Да. а продукцию, которую производит завод, куда вы денете? Куда вы денете? Конкуренцию они не выдерживают. Надо такую конкурентоспособную продукцию, а это без помощи государства ни один предприниматель, это редко кто. Редко кто. Мы же с этим сталкиваемся, наши предприниматели с этим сталкиваются. Если мы говорим о большом бизнесе. А вот они приходили, то один менеджер, то другой, планы строили, бизнес-планы, говорили, мы завод построим, цеха построим. мне рассказывали, Ну хорошо, что он сейчас готов строить. это уже 10 лет об этом говорится, различные наши друзья, предприниматели. Построить-то можно, продавать. Вот Лучалсу завод стоит. Но Чтобы уже сейчас, идет. да, сейчас идет. Сейчас идет, потому что марка есть, бренд есть. А вот Мэвер возьмите. Мэвер, чтобы вывести на федеральный уровень, Это это только какие затраты нужны? Это какая нервотрепка нужна, чтобы вывести на уровень, чтобы она была самоокупаемая. Это же не просто так завод. Даже вот не просто так яблоки, персики продавать. Сейчас яблоки традиционные, они одного калибра, одного этого. Человек видит красивое яблоко, которое стоит, допустим, 50 рублей, ну, 70 рублей. А видит, наши местные, они намного меньше, намного но вкуснее. Предпочитает это. Это непростые вопросы. Здесь нужна федеральная поддержка. Здесь нужна федеральная поддержка. А просто разговорами о заводах, вот наши люди спрашивают, а почему завод не строить? Государство завод-то не может застроить. Нам нужно предложить бизнесу инженерную инфраструктуру, землю, Да. но у этого консервного завода и у хозяина этого бывшего консервного завода все возможности есть. Но я разговаривал с его менеджерами, они говорят, невыгодно это, невыгодно это, невыгодно это. Заводятся соки, Китай, Израиль, там где что, Да. продаются гораздо дешевле, потому что там государство помогает, там государство субсидирует. А здесь, чтобы вывести ее на такой уровень, это нужно деньги и, во-первых, большие риски. Во-вторых, огромные деньги нужны.
если бы государство обеспечило бы и реализацию этой продукции, то у нас наши люди строили бы и мини-цеха. Собирались бы родственникам, давайте построим мини-цех. Сейчас небольшие деньги нужны, 10-15 миллионов рублей, ну, по бизнесу. Собрались бы несколько, скооперировались. Ну, в общем, нет реализации, некуда его девать. Самая главная проблема. Здесь, знаете, бизнес – это реализация, это самая первая проблема. Все, бизнес – это и есть реализация, Ну да? да. Ну, вот мое И видение. в любой стране стоит этот вопрос. У предпринимателя каждого вопрос реализации. У кого удачная реализация – это бизнес, у кого нет удачной, значит, он слабо, он уходит. То есть не государство, если мы сегодня говорим, что государство обеспечивает, нереально эта вещь. Во Государство не всем может мире обеспечить. реально, а у нас нереально. Нет, государство ни в одной стране, поверьте мне, очень бывает, вот только приехала в Иран в составе российской делегации сделала, ни в одной стране есть страны, которые поддерживают, так Малайзия и так далее, и то на начальных этапах. Но вот не во всех странах далеко поддерживается вот эта реализация. Вот я производитель, поверьте мне, я не торгаш, я производитель. И у меня сейчас такие залежи, что я вынуждена, жду, думаю, вот сейчас на фонд Nissan я отдала на 1 миллион. Отдала еще также вот такие залежи вот врачам первой городской там. Ну и получается очень много продукции сейчас залежались. А что за Пошла продукция? конкуренция, да, ну, производство детских для новорожденных изделий. И я уже планирую даже, думаю, с этого бизнеса. Почему? Потому что резко упал покупательский спрос. Пандемия Денег просто нет у убила, людей. денег нет. Совершенно верно. И мы, вот даже этот залежи мои, да, сколько они места занимают, я планирую, думаю, хоть каких-нибудь 1000 комплектов сделать для, в том числе в Касумкент, как свою южную родину, и тем, который третий ребенок появился, Всевышний такие примет, да. пакеты отправить, да. Почему? Потому что это большой для меня ущерб. Но я как садака, да, вот его отдам, да, как закат. Но также залежи я сегодня не могу сказать государству, купи у меня, или пойти по тематике сказать, купи у меня, ты ребенка родила. То есть это не бизнес. Значит, я было все хорошо, и резко не включилась, я и в цифру не пошла. Поэтому это наша проблема. Ну понятно, у вас бизнес, тут вы путаете одно с другим. Нет, я с вами согласна. У нас скоропортится продукт. Я вот вам хочу сказать. Персик портится Да. за день, за два. Я вот вам это Если говорю. этот персик, он испортит, выбросит, да, он без ничего остается. Согласна с вами. Я Можно одну вещь я не сказать? договорила просто. Вот я сейчас буквально договорю. Это одежда, другое то, что не портишь. Ваш вопрос. Вы правильно говорите, надо отделить и котлет, и там от насекомых. Поэтому у вас другой бизнес. Вот я по поводу реализации говорю. Заводы, консервные заводы, я имею в виду, куда их еще реализовать. Это боль консервных заводов, потому что если выпустить хорошую продукцию, это же ваши персики, подойти с другим рецептом все-таки, да, а по-другому его упаковать, по-другому преподнести. Это у нас менеджер, к сожалению, перестанет правильно слабой сказал же, в Азербайджане они вот делают сок отправляют в этот Краснодар. Но у нас и этого завода нет. Вот, мы с вами одно и то же говорим. Да, сейчас. вот под той маркой они продают, под той маркой Да. продают. Ну хотя бы вот это. Но есть у нас один предприниматель, он собирает яблоки, увозит, вот падалицу он собирает, тоже за 3 рубля, за 2,5 рубля. Вот Мы сейчас по 80 рублей нет, тому, кто собирает, он 3 рубля платит, отдает за 3 рубля, лишь бы, чтобы очистить этот сад. Вот проблема, да. Да, окей, а как решить эту проблему? Я скажу, я в конце свое видение скажу, подумайте. Пусть ребята скажут наши. Да, тогда в конце, наверное. Еще какие проблемы? Скажите, пожалуйста, можно вот вот вы такой что-то вопрос хотели нашим сказать? предпринимателям, особенно торговли? Наших жителей интересует вопрос повышения цен. Обвиняют нас, обвиняют вас, что цены морковь, картошка, капуста подорожали. Вот я попросил бы еще раз объяснить нашим людям, с чем это связано, что это не моя прихоть, что это не ваша прихоть. Пожалуйста, объясните, пожалуйста. Нет, это прихоть, если я, конечно, занимаюсь строительным материалом, да, это в основном вот металл подорожал, да, сильно подорожал. Чтобы крышу накрыть, это же почти что такие большие деньги надо, человек, который обычный этот рабочий не сможет, да, такие деньги собрать. Это связано все это с заводом, да, большими заводами, скорее всего. А мы просто посредники, да, между этим. А это сильно бьет по карману, короче, трудящихся. А чего подорожали?
Почему? Нет, войны нет. ламинат, Нет, понятно, войны нет. Вот потопа нет, ничего нет. Сговор. У меня Олигарх. мать старая была, она меня каждый раз спрашивала про Ельцина. Сынок, ничего же нет. Почему цены повышаются? Почему все дорожает? Вот я тоже не понимаю вот сейчас, почему вот металл подорожал, почему древесина 100% подорожал, почему вот в этом году морковка еще не созрела, да, нет. Тоже Почему поднялась. старую морковку по такой цене продают? Почему? Мне кажется, вот не кажется, Кто а может? точно я это знаю, что, к сожалению, диктовать, помните, что при Ельцине, тоже, которым вы упомянули, были попытки удерживать рост цен. Это те вещи, которые сам вот, рынок диктует, мы не можем. Ну вот потому, что вы говорите о том, что стройматериалы, курс доллара мы тоже ставили. Слушайте, курс доллара столько не вырос, как я понимаю, столько, сколько выросла этот арматура, ламинат. А что делает Жадность, наверное. лес? Конечно, сговор. Жадность, Самый жадность. настоящий сговор олигархов, самый настоящий сговор заводов. И так и такой лжепатриотизм их. Такой патриотизм, вернее, в кавычках, потому что люди, которые, ну, до такой степени, они не должны. Причина еще другая, то, что на экспорт продают за валюту, и производителям выгодно отправлять на экспорт, чем продавать на российском рынке, когда курс поднимается. Поэтому председатель правительства поэтому принял сейчас что? Какое решение? Обложил их большой высокой пошлиной, вот тех, кто вывозит сейчас, чтобы им заинтересовать их в России продать дешевле. Ну, почему не запретить? Нет, отец своим детям не дает из-за того, что продать выгодно, да? Ну, вот, Ну, примерно вот так, да? Ну, запретить, конечно, это уже как стоит эмбарго или вето на такие... Но если они это незаконно сговорились, если просто. они вот добиваются этого, надо запретить. Вот это подорожание, вот, да, извините, конечно, бьет по всем отраслям, да, получается? По всем. Да, Конечно. по всем бьет. Подорожание одного продукта сказывается на все На отрасли. всё, да, на всё. Подорожание на рубль бензина – это автоматически подорожание Конечно, на все. всего, совершенно верно. 15-20 тысяч, которые зарплаты человек получает, короче, продукты чуть-чуть подорожало, это подорожало, строил материал подорожал, Покупатели ну, год, способны что-то надо меньше. забирать, все подорожает. И это распадается, и это разница отдается на все отрасли. Грубо говоря, и на бизнес, и, грубо говоря, на все это. Да, вот. Погиб, здесь вот этот вопрос, как бы, ну вот этот вопрос глава не сможет решить, потому что это, ну, подорожание это на федеральном уровне. Давайте Ну, поднимем, если да. подорожание, Это вопрос в федеральном прямом уровне. эфире был задан президенту Российской Федерации. Это вопрос, Да. который не в наших силах, не в силах ни главы. Но люди видят нас. Люди видят нас, люди спрашивают, а куда смотрит глава? Не объясни же, что ты некомпетентен, то есть не в твои полномочия, ты не можешь решать. А кому жаловаться, если глава не может? А мы должны доводить это до руководства республики, наши депутаты, наши общественники. Поэтому вот вы доведите приехали, эту поэтому ситуацию. Доведем мы, да, Люди доведем, конечно, мы тоже ставим это вопрос. возмущены. На месте у нас как-то более-менее, у вас администрация совсем так, это так более-менее так, да, вот, получается разговор, навстречу друг другу идем. Вот, чтобы остальные люди еще понимали, это уже совсем другой вопрос, да, они не могут, да, понять. Такое ощущение, как будто я где-то там произвожу и продаю по этой цене, да, получается. Как будто ну, как-то так не так, да. Вот, Нет, так вы вот. все равно свою там разницу забираете, а тем, которые выращивают, которые вот... Ну, те, кто выращивают, те, кто... На земле, которые трудятся, да, вот, им некуда, у них никакой дела не остается, вот, какой-то сдвиг налево-направо, вот, плюс-минус, да, вот. Или ущерб работал, или хоть и свои деньги установил, а прибыли речь даже не идет. А какой смысл дальше работать, еще что-то выращивать? Интерес теряется. Да, Абсолютно. Вот Не у многих, интерес, он в вот я быту как-то идет. справляюсь, да, вот, а есть люди, которые вот мне звонят, а есть покупатели на сливы, есть покупатели на перчики, ну, если А вы кто-то... можете обеспечить, допустим, целые фуры, допустим, товара? Конечно, могу. Конечно, Вы можете целыми фурами Да, обеспечить? конечно. Да, можем. Почему бы и нет? Главное, чтобы был покупатель. Нет же их? Вы же написали ваши контакты, да? Да, написал. Передо мной поставлена С вами задача, будет которую я связываться, сейчас вы напишите выполняю. учителю. То есть вот эта проблема у вас, которая подорожание, в Махачкале пролетели, буквально вчера разбиралась с ними, разговаривала с правительством, у нас тоже было заседание как раз параллельно в правительстве, привела строителей сама же. Вы же понимаете, иногда достучаться до власти тоже очень сложно.
достучалась, привела строителей, руководителей строительных компаний, посадила вот так, сказала, вот ребята, они вообще горят, у них же заказы были государственные. И они взяли на себя обязанность, арматура полетела в 2 раза, так что они вообще в банкроте. Они просто не знают, это несколько садиков, несколько школ, несколько объектов взять на себя. И в результате они же должны, там Ну, вообще... вам-то почему мы говорим, вы просто как-то гордо звучит, опора России уже, вот, да. Вот, если не вам, то кому сказать-то? Спасибо большое. Если опора России не может решить, Да, тогда если кто решит, опора да? России не может решить, кому жаловаться-то? Я думаю, Да наша- люди уже не Не до кого жалуются. операции уже. За 43 рубля бензин был. Я вчера заправлялся 47 рублей. Вот Нариман Шамсудинович сказать, что бензин подорожал. Или кому жаловаться? Вот честно сказать, да, люди наши не жалуются, надо писать. Уже привыкли мы. А кому писать? Кому Куда, жаловаться? кому? У нас получается вопросы, смотрите, Будете с нами работать. самый по Касумкенту я понимаю, что вопрос самый такой срочно требующий решения, это, естественно, с учетом садов, плодоовощной продукции АПК, это вот сезонный вот этот вопрос, я думаю, это решаемый вопрос. Вот по подорожанию ничего мы не сделаем, мы тут не решим. Нет, по Вообще цене не не надо решим. решать, хотя бы куда. А вот это вот реализация, я думаю, это вопрос, он актуальный вот для, получается, 11. Также, да, Нариман Сергеевич, мы ставим первый вопрос по вот. А если, Шамсудинович, есть еще вопрос такой, программы какие-нибудь есть в районе, такие, как, допустим, активное село, моя сотка или там 600, так вот такие программы, а есть какие-то такие программы, которые именно Таких касательно- программ нет. Нет таких программ, да, лично. Вот у них, я бы попросила вообще, может быть, привлечь, может, у вас же очень много там олигархов, состоятельных людей, привлечь, может быть, их вот к таким программам. Вот я вам просто примеры приведу. В Башкирии и в Татарстане села, где там даже ничего не плохо очень растет. Я планирую сейчас у себя в селе это сделать, как бы, да, такую программу. Насколько, вы же понимаете, я вот вижу, что вы настолько отзывчивы до вас. Я даже, знаете, вам позавидовала, вашим предпринимателям. Это так круто и так важно, когда руководитель, глава района поддерживает бизнес. Он прям вот до вас, по-отцовски, прям сейчас тоже, видите, он говорит, с заботой так о вас говорил, предпринимателях. Что могу делать? Я Ничего не в могу. разных бываю в районах тоже, да, там бывают некоторые, там возмущаются, там говорят, слушайте, у меня там бизнесмены, которые в тени не работают и так не хотят, по-разному отзываются. Здесь я спасибо вам большое за такую, любовь к ним, потому что и очень важно, что вы осознаете, что это основа вашей экономики. Это очень приятно. Вот, но здесь нужно, насколько это будет приветствоваться и будет ли поддерживаться в том селе, где, извините меня, бизнесу даже заборы крадут, ломают, уносят и так далее, и милиция. Там же в Агурском районе вообще никаких историй нет. Там забор унесли, украли, да, такой забор полюбовался кому-то. Огромный отдел милиции и власти, они до сих пор не выяснили, кто это с этого чайная плантация украл все это. В результате там коровы, бычки бегают. Все, поэтому вот здесь такую программу, вот эта девушка одна, в этом селе все сидели алкоголики и так далее, им было делать нечего. Полностью село загрузило работой. У них, кстати, и плодоовощная. Я вот недавно, вот буквально «Бизнес-успех», всероссийский конкурс, я сидела в жюри, Бричалов, руководитель, губернатор Удмуртии, Шувалов, и я имела такую честь не сидеть в жюри, и вот девушка как раз представляла этот проект. Она что сделала? Чай даже элементарно, я туда нее посадила там у себя в горах чай. Вот даже там, где не растет, вот этот малина, клубника, вот я вам как-нибудь, мы с вами, я вас приглашаю в Махачкалу в гости, вот на Лагуне, наверное, или где-то в офисе Давайте, «Опоры России». пожалуйста. Да, и я вам покажу вот этот чай, который она делает, да. Опять-таки продукцию, что она стала делать? Сушить эту продукцию. Сушеную продукцию я сейчас сама, если честно, планирую завод по производству чипсов, вот таких сушеных, то есть не таких чипсов картофельных, био, вот морковь, свеклы и так далее. У меня же переговоры идут с
с тем человеком, который уже поставил, давно в Удмуртии работал, чтобы он здесь, в Дагестане, вот тоже, вот опять-таки, продукцию персики, конечно, там не сделаешь, а вот какие-то продукты, такие как слива и так далее, их тоже можно, конечно, нет безвыходных ситуаций, как кроме смерти. И здесь вот какие-то новые технологии, я посмотрю, вот я сейчас планирую в каком-то месте построить свой это мини-завод. Если это будет, как бы, может быть, даже мы с вами поговорим, если есть вот продукция такая, то, возможно, это и Касумкенский район, может быть. У нас Если... же цех есть по сушке яблок. Кто-то, Максим, что ли, кто это делает? Сушат же яблоки. У нас на рынке сушеные. А вот мы сейчас, мы в прошлом году планировали, как раз они планировали сюда выехать, ударила пандемия, я заболела. Ну, вам надо с ним состыковаться, познакомиться, как у него идет этот бизнес сушки овощей. Даже, вы знаете, даже знакомиться, мы познакомимся обязательно, просто если мы видим развитие, как тут, если предприниматель видит, это однозначно идет. Эта продукция для меня даже знакомиться ни с кем не нужно. То есть я знаю, что она идет, я знаю, куда его реализовать, я знаю, куда его отправить и как его упаковать. То есть, и поэтому это для меня вообще не вопрос. Если бы я не видела бы это в бизнесе, я туда не пошла бы. Просто я вот почему Гранд-Кенс больше думала, или там вот у себя. Поэтому такие цеха могут быть в разных районах тоже посмотреть, да, небольшие такие по упаковке, там мини-фабрика, правда. Вот подумайте, что она делает, что они делают. Они делают элементарно, вот этот, сушат вот это малину, чай добавляют и так далее. Упаковка, очень красивые упаковки продают. Травяной чай, да? Да, травяной чай. Я вот в Агурском районе сама посадила, кстати, клеверное поле. Вот, чтобы клевер, вот я там пробовала, это разные чаи. Поэтому вот эта такая коллаборация бизнесменам нужна. Вы собираетесь, вы приходите, вам много чего будет полезного, интересного. Такое взаимодействие, сейчас не отнимать время, что можно с этим делать. Этот вопрос подумайте над этим тоже, потому что, может, стоит вам какие-то там программы более масштабные, там, по развитию села, какой-то определенной улицы. Вот туризм, вот мне интересно вообще, вот в Касумкенте же есть тоже туризм, Сулейман-Старского музея, что есть? Музеев несколько у нас. Музей есть, ущелье есть, леса есть, радоновые ванны есть. Радоновые ванны тоже есть, да? Радоновые источники есть, потом озеро Пиявок есть, грязевые источники есть. Это надо все развивать. Смотри, какой богатый край. Да. Это туризм, это туризм. И тогда вот сделайте упор на и на это тоже, потому что сейчас кто вот пока внутренний туризм, вам же предпринимателям вы можете побочный бизнес открыть. Вот у нас получается как, у нас есть, вот у меня лично есть хорошие вот, определенные бизнес-планы. Для чтобы это развить, по моим финансовым возможностям, это мне надо очень долго и нудно заработать, чтобы туда вкладывать, вот это чтобы вот реализация мечты. Вам что нужно тогда? Финансирование? Финансирование и, да, основное финансирование Кто-нибудь получается. получал помощь от государства? Да, от хороший района? вопрос. Скажите, пожалуйста. Субсидии, лизинг, кредиты. Сами. Все сами. А почему вы не получаете? Сейчас же очень много. Вот вы объясните, что они могут быть. Вот смотрите, вот даже наглядное пособие тоже, да, Якубовна, лизинг, вы берете оборудование в лизинг. 50% разные программы. Без откатов? Во-первых, Без отката. Сейчас без отката. Вот за то, что она в опору входит, Да, ее тоже без мотыжили откатов. вначале. Да, без отката. Я там подключилась, и без откатов Очень серьезные Вы руководители. каким видом занимаетесь бизнесом? Чем занимаетесь? У меня производство изделий для новорожденных Вот, и вот. продажа. Ну, это не после продукции, правильно? Да. Вот смотрите, вот мы сельхозпроизводители. Вот лизинг, если взять, сельскохозяйстве, это самая рискованная зона действия. Да. Вы это понимаете. Даже оборудование. Если мы возьмем лизинг, технику, хоть какое-то оборудование, там, садовую технику, да, вот, допустим, у нас непогода пошла и урожай пропал. А оплачивать надо по-любому лизинг. 50% же государство платит за вас. Не 50, это не лизинг не платит, лизинг? это субсидии Нет. платят. Подождите, лизинг Лизинг не это раз- платит, субсидии. Вы субсидии дайте, возьмите лизинг, потом субсидии не закрывайте. Да, субсидии нам положено 20 тысяч рублей, по закону 20 тысяч рублей за гектар, по уходу, да, якобы на 5 лет. И вы представляете, сколько деньги получила? Не получили? Ни копейки пока еще. И, надеюсь, не Кто за получила. это отвечает? Наше управление сельского хозяйства.
И что от этого изменится? Наши совхозы управления тут ни при чем. Тут начинается министерство, начинается, там проблемы. Там такие условия Можно создают. еще в качестве поддержки, да, я себя сейчас обвиняю, мы тоже не смогли консультативный орган создать. Здесь им столько бумаги надо готовить. Ну, откуда сельхозтоваропроизводитель знает эти бумаги? Совершенно верно, да, Там согласна. столько бумаги, это он должен заниматься месяц сбором документов. Да, да, бросать свою Вот, работу, да, и Вот вы говорите, и в Иране, Иран это не Германия, не это, там за 10 минут, за 15 минут идешь, можем получить кредит 2% ставка. Я об этом говорила, правильно вы говорите. За 15 минут. За 15 минут. Ну и наши пойдут к этому. Наш мы к идет этому у нас идем. к этому. Идет, но это долго мы идем к этому. Ну, в этом году еще отсутствие- ужесточили вот это, документы на обработку каких-то, на оплату. Ну, что он работает со своей семьей. Откуда он, где фиксировать ему зарплату? Министерство просит. Вот тракторные работы, вот обработки, А вы дохимикат, патент вот взяли, все, да? все Патент документы нужны. Всё, я Налогообложение какое? У меня, Патент? нет, у меня 6%, у Я меня ООО. напишу тогда эти вопросы, смотрите, У меня по, ООО, ну, у меня единовременный налог. Сахарный. предпринимателю отчаиваться в любом случае не нужно. Я с вами согласна полностью. Мы Да, по конечно. опоре Мы России вот по надеемся, да. лизингу и по субсидиям заставили 50% бумаг в прошлом году. Чтобы Наоборот, они- больше стало. Больше Не-не-не, стало. я Еще точно знаю. больше станет. Не обращайтесь. Я буквально в Центр этом поддержки году получила несколько раз. лизинг на рентген, получила Субсидии лизинг тоже. на этот лор комбайн, получила много чего. Очень мало документов. Я вам серьезно говорю, очень мало. И даже вам, даже в лизинг что-то берете, вам не нужен основной капитал. Понимаете, раньше говорили, а что у вас есть, правда, да? Залог дать. Залог не нужен здесь. Вам лизинг дают. 50% Да, Это всё. пожалуйста. Не нужно. А Ну, сколько вы процентов? придите, вы знаете, вот Первоначально придите. Сейчас сколько вы знаете, платишь? нам другое, да, Яковлевна, можно? Сейчас. У меня была на совещании, там по индивидуальной индивидуальный предприниматель поддержку рассказывать, да? Там причина не получения индивидуальной предпринимательности, знаете, что было? То, что пока они собирали документы, у них была просрочка в налоговой по НДФЛ на Да, один это день. есть проблема И вот везде, они да. вот собирали документы, сколько людей там есть, жаловались, это собирали, есть. из-за этого не давали, не выдавали им. И Даже один рубль. на там создание был. рабочих мест, да. Вот это была причина отказа. Давайте мы ребят наших послушаем. Да, Мы да, их да. отняли в субботний день, в выходной день. Наших предпринимателей если есть конкретные предложения. Конкретно, что вы предлагаете, как бы лучше было бы, где мы ошибаемся, местные власти, где республика ошибается. Давайте открыто, если есть что сказать. Ребят, есть какие-нибудь вопросы? Я еще? 5 минут буквально, мне тоже подытожить. Я контакты ставлю тоже. Вы можете потом даже по ходу записать хорошо. Вопросы можете по ходу даже не стесняясь написать. Во-первых, спасибо Загимале Багдимовне, Маржанат Якубовне, что приехали. Какой-то разговор, какой-то диалог состоялся. Во-первых, я узнал о своих ошибках, о некоторых, о том, что мы предпринимательство не доводим все изменения, которые происходят в стране, в России, в Дагестане, не доводим. Это все-таки какое-то доверие поднимется. Мы чувствуем, что наш бизнес, наши предприниматели не доверяют власти, не доверяют нам. Ну, наша задача, самое главное, первое, это не мешать им. Если есть возможность, помочь, проконсультировать. Ну, наш район сельскохозяйственный, главная опора, экономика опирается на сельское хозяйство. Поэтому здесь я что хочу сказать. Во-первых, я хочу поблагодарить всех наших ребят, потому что вот 5 разных отраслей, они побывали с нами, здесь пообеседовали. Спасибо вам за то, что вы сегодня не отказали встрече. Я вообще хочу сказать нашему бизнесу района большое-большое спасибо. Ни один проект района, ни одно мероприятие без помощи бизнеса не проходит. Ни одно мероприятие. Начиная с детского КВН, заканчивая школами, садиками и крупными проектами. Вот мы так посчитали, у нас на благотворительность в районе за последние годы люди, меценаты, благотворители свыше миллиарда рублей району принесли пользу. Садаха, как мы говорим, благотворительность. Это строительство школы, подаренный район. Это 2 школа, детский сад, 2 спортивных комплекса, 2 музея, газификация села Татархан.
потом еще что у нас было, Такие дороги, хорошие примеры. свыше миллиарда рублей. Я не говорю о мелких проектах. Спасибо бизнесу. Вот ковид, коронавирус. На борьбу с ковид вот наш бизнес отдал 15 миллионов рублей. Мы построили помещение под КТ. Благодаря нашему бизнесу. Призыву буквально за месяц собрали около 3 миллионов рублей. Так, 3 миллиона, да? Насколько более коек? 3 миллионов рублей. Насколько коек КТ? Не, КТ это отделение компьютерной томографии. У нас КТ не было, район. Сейчас уже стоит. Нам было поставлена задача правительством, если есть у вас помещение, мы вам дадим компьютерный томограф. Я обратился к нашему бизнесу, никто нет не сказал. Кто сколько мог? 10 тысяч, 5 тысяч, 100 тысяч, миллион, 500 тысяч. Буквально за месяц собрали свыше 3 миллионов рублей. У нас есть фонд развития района. Одно время в этом фонде было где-то 15 миллионов рублей. Люди собрали. Даже на юбилей района люди приезжали, отдавали. У нас проходят проекты местных инициатив. Сейчас 2 проекта. Нам нужно собрать 2,5 миллиона рублей. Люди, многие нет не говорят. Поэтому я очень благодарен своему бизнесу. Я говорю, свыше миллиарда рублей наши благотворители потратили на наше же население. Это школа, 2 садика, 2 музея, 2 спортивных комплекса, газификация села Татархан, асфальтирование дорог и многие другие проекты. Даже по мелочам, даже вот эти наши праздники, связанные с детьми, с инвалидами, не остаются без внимания. Я вот в преддверии праздника Курбан-Байрам, это тоже жертвоприношение, я хочу в лице наших 5-6 предпринимателей поблагодарить все бизнес-сообщество района за вашу богобоязненность прежде всего, Чебулудау Баларь Великохозра, и за ваше отношение к соседям, к родным, близким. Я знаю, многие помогают, даже не говорят нам. Просто помогает. Приходит, кто-то болеет, да, кто-то каким-то спортсменам где-то что-то помогает. Спасибо большое, пусть Аллах вас вознаградит, и 10-100-кратно у вас больше будет прибыли. Потому что чем больше у вас прибыли, тем больше и для вашей семьи, и для ваших близких и родных. И второе, что я хотел сказать. Конечно, есть потенциал у нас огромный в районе. Район сельскохозяйственный. В районе сейчас, я хочу вам сказать, самый крупный фундуковый сад в России. Самый крупный ореховый сад в России. Самый крупный суперинтенсивный сад в Дагестане. Сейчас мы должны, вот нам всем нужно думать, как развивать сельское хозяйство. И вот эти пожелания по сушке фруктов, овощей, даже вот сушить можно малиновые или черно-смородиновые листья, их можно продавать. Да. Вот ваши разработки, вы знаете, вот приезжают к нам многие, приезжают чиновники, приезжают общественники, они все нам советы дают. Нашему бизнесу советы не нужны. Нашему бизнесу конкретные такие памятки, конкретно что как делать, как бумаги собирать без напряжения, чтобы их не беспокоить, чтобы они спокойно занимались, творили, созидали. Вот это нужно. Какие-то памятки на уровне республики, на уровне общественных организаций создать. Какой бизнес, как развивать? У нас возможность есть. К примеру, в наших магазинах продается 40 наименований продукции, производимой у нас. Начиная с простокваши, заканчивая пшеницей, полбой и нашими местными изделиями. Натуфа, мехкют и так далее, и так далее. 40 наименований продукции нашей. Она экологически чистая. Сыр, масло, мед. Я об этом не говорю, об общеизвестном. Хлеб сами печем из своего этого, полбиной хлеб и другой хлеб. Ребята работают, развиваются, очень благодарен. Но у нас продукция строится, уже начали, проект завершается, буквально на днях начнут строительство фруктохранилища. Это будет самое крупное фруктохранилище, видимо, и на Кавказе, на 50 тысяч тонн, но поэтапно будет строиться, 7 тысяч тонн уже в этом году. Потом я что хочу сказать, проблем у предпринимателей немало. Как бы они что ни говорили, их где-то ущемляют, где-то другие вопросы, связаны с электричеством, связаны с инфраструктурой. Мы тоже не можем подвести им необходимую инфраструктуру. Это бюрократические проволочки, когда их пожелания на получение субсидий, получение денег, лизинг, они проходят, скрипя сердцем, много бюрократических проволочек. Это надо снять. И как-то какие возможности у государства есть, и какие возможности сейчас появились, они появились и реально. И в послании президента страны, и Сергей Леонидович об этом говорит, заботится. Им нужно довести, и нам нужно довести. Мы многое не знаем. К
К сожалению, наши отделы тоже не могут довести. Одно есть довести, вот такой закон вышел. Вот этот закон такие эти дают. Но надо конкретно на практике показать. И если есть возможность, вот, кто как бизнес развивал, какие программы, где что, довести мы можем, используя наши средства массовой информации, до вас. По поводу завода вы говорите. Завод, наш бизнес готов построить. Но реализовать продукцию, это не просто так. Вот вы говорите, что можно. Нет, здесь без поддержки государства не получится. В любом случае. Государство, если где-то форс-мажорная ситуация возникает, государство должно помочь. Везде так, во всех европейских странах. Везде, во всех европейских странах буквально короткое время получает кредит. Но и у нас пока системности в Дагестане нет. У нас нет порядка в землях, у нас нет порядка, у нас накладки, у нас нет порядка в инженерии, у нас нет порядка, то есть газ, свет, дороги. У нас нет порядка. У нас нет порядка в инвентаризации во всем Дагестане и у нас в районе. Совершенно верно. А если бы это было бы, если была бы система, то человек, вроде бы бумаг там где-то 100 наименований. Если бы это было бы, можно вот создали МФЦ, за 5-10 минут получить. Но пока базу мы не создали, четкую, где что стоит, кто, как, на учете, не на учете, инвентаризация, это будет просто разговор. На федеральном уровне нужны законы. Законы нужны. Вот приняли закон о виноградарстве. Виноградарство ожило в Дагестане. Не могли продать за 15 рублей виноград. Продавали, через год получали деньги. Так же? А сейчас уже приходят осенью, говорят, на следующий год мы покупаем урожай. Уже сейчас дают деньги на урожай. Так же? Это один закон, федеральный закон о виноградарстве. Это поставили какие-то препоны в завозе в Россию суррогатной и другой продукции. Когда наши виноград и продукция, производимая из нашего винограда, начиная с компота, заканчивая вина, намного качественнее. Да, И виноград ожил, люди сажают виноград. У людей нет проблемы реализации винограда. За 25, за 30 рублей продают. Да. И цены. То же самое на федеральном уровне должен быть издан указ там, или как по ценам. Это должны быть четко регулируемые. Я вот так думаю. Да? Ярмарки, мини-рынки, это не решает вопрос. Переработка нужна, конечно. Но, к сожалению, государство завода не может строить. Опять заводы должны строить бизнес. Им нужно помочь в строительстве. И еще, ну вот по подорожанию я говорил, по продуктам я говорил. Вот эти программы, которые есть в других регионах, надо довести до нашего. Наш предприниматель, он более живой, более энергичный, более дееспособный. Поэтому если какие-то опыты, какие-то практики, не все владеют интернетом, инстаграмом и так далее, какие-то опыты довести бы для наших в качестве этого было бы неплохо. И в конце я еще раз благодарю вас, уважаемые наши коллеги. Хорошее мероприятие. В любом случае оно не останется. У вас скоро встреча с Сергеем Алимовичем. Вы доведете информацию со всех предпринимателей. Вы свои проблемы, заботы знаете. Спасибо. Не просто довести, мы все готовы доводить. Это плохо, это плохо, это плохо, мы все говорим. Но никто у нас не говорит, как это решить вопрос. Ну, вот я поэтому как конкретно решить вопрос. Да, мы говорим плохо. Не можем сдавать продукцию. Хорошо, это плохо, говорим мы это. Это тоже плюс большой. А как решить вопрос? Ни министерство, ни ведомство не занимается, ни муниципалитеты не мы занимаются. сегодня обсуждали за только, как решить. И вот приезды многих чиновников, приезды общественных организаций, они должны какой-то, не просто стимул, они должны служить решением каких-то вопросов. Ну, мы надеемся на вас. В это субботнее время мы встретились. Прошу услышать нас, прошу довести наши пожелания, предложения до руководства республики. Одно это мы говорим, да. Тоже чиновники, а когда общественники, сами предприниматели говорят, это уже будет другой резонанс, другое предложение. Поэтому еще раз вам огромное спасибо. Вам тоже спасибо вам, И с вам наступающим тоже. праздником. Пусть бережет вас, ваших родных. Thank you.